Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие, любимые зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Горячие новости. О чем совсем скоро услышите, о чем узнаете. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песочек нам все расскажет и все покажет. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, самые лучшие в мире, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Горячие новости. За вами кто-то следит. Прям глаз такой большой показали. Следит. Причем за женщиной следит мужчина, а за мужчиной следит женщина. Глаз такой большой, прям не мигает, не моргает. Человек очень многое о вас знает и хочет знать еще больше. Такое впечатление, что человек готовится к тому, чтобы появиться, либо проявиться. У кого-то может отыграться, что человек из вашего прошлого, может быть, расстались, может быть, не получилось, может, еще что-то произошло, да, знакомство не удалось, не задалось. Ну вот наблюдает. Ну, у кого-то новый человек. Человек, с кем вы еще близко не знакомы, либо в принципе не знакомы, да, присматривается к вам, человек присматривается. Как вы об этом узнаете? А вам кто-то об этом шутку скажет. Так и скажет, вот следит за тобой, да, интересуется тобой, не иначе как там жених, невеста. Вот. Вам это покажется странным и смешным, но это будет правда. Правда, причем в чистом виде. Буквально после этих слов, там, у кого-то через несколько минут, у кого-то через несколько суток человек к вам подойдет и так и скажет, что вот соскучился, либо а давайте-ка поближе познакомимся. Ну, вот именно так все и произойдет. Дальше, мои хорошие, вы узнаете, что две ваши подруги, либо две ваши приятельницы, может быть, две ваши соседки вас обсуждают. Причем обсуждают достаточно брутально. То есть им что-то не нравится, они критикуют, они там высказываются по поводу вас, по поводу вашей семьи, ваших детей. В общем, все не так, да? Все у вас не так, все у вас плохо, и вообще вы какая-то слишком нос задрали. Да, вот такое обвинение, что вы как звезда, что вы выше, там, чем другие, что вы там общаться не хотите, что вы там вечно заняты, типа деловая колбаса. В общем, так обидно вам станет. Вы скажете, это курица, да? А я же вам помогала, а я же всегда вот безотказно к вам относилась. Прям захочется вам на них обидеться. Скорее всего, вы так и поступите. Знаете, вы их здорово проучите, когда вы демонстративно покажете, что вы все знаете. Когда вы прекратите с ними общаться, либо прекратите им помогать. Вот одной из этих женщин вы очень помогаете. Помогали и очень помогаете в сегодняшнем времени. Она без вас пропадет. Ну, тяжкие времена ее ждут. Вторая еще как-то более-менее, да. А вот одна из них просто вот за голову будет хвататься и думать, господи, что же я наделала, да? Укусила руку кормящую. Что мне теперь делать? Вот прям будет потом ходить, оправдываться, извиняться и говорить, что это не я, меня подставили, меня подбили, да, вот не хотела, там бес попутал, да, какие-то такие вещи. Прям будут ходить за вами. Будет вас прям буквально чуть ли не на коленях просить, чтобы вы не судили так строго, чтобы вы помиловали, да, чтобы вы простили. Но, как видите, вот так вот жалеешь людей, помогаешь, а они потом тебя еще и обсирают. Ну, вам это в науку будет, да? В науку, что не надо всем подряд помогать. И есть люди, которые этого просто недостойны, да? Недостойны вашего, не то чтобы помощи, внимания недостойны.
Так, еще про детей что-то узнаете. Но опять же, дети бывают разные. Либо есть разные, у кого-то маленькие, у кого-то взросленькие. Вот. У детей, у ваших своя какая-то жизнь, которую они от вас скрывают. Жизнь может быть и личная, да, не удивляйтесь, даже вот прям детки там и в 11, и в 12 лет уже могут там общаться, встречаться. И также деловая какая-то жизнь может отыграться. Да? Может, ребенок там потихонечку деньги зарабатывает там, на всяких компьютерных играх, либо там, подрабатывает в тайне, пока родители не знают. Вот. Ну, что-то узнаете. Узнаете то, что вас действительно очень сильно удивит. И вот это само состояние, что между вами и вашим ребенком есть тайна. Вы такая: боже, мне не доверяют. На самом деле здесь не то, чтобы не доверяют, скорее ребенок ограждает вас от какой-то, по его мнению, ненужной информации. Лучше не ругаться, лучше спокойно сесть и поговорить, все это обсудить. Ну вот явно у детей есть секреты. Маленькие дети, взрослые дети одинаково. Да? Сколько бы ребенку лет не было, все равно для нас, для родителей это всегда ребенок. Так, идем дальше. Горячая новость о каких-то местах. Не знаю, места. Есть места. Вот вам кто-то прям буквально громко-громко кричит: скорее давай, есть места. Места, может быть, не знаю, в театр, может быть, на какой-то транспорт, может быть, рабочие места. Но вот вам прям будут кричать: давай скорей, есть свободные места. Смотрите, главное, если вам нужны эти места, да, свободные места, главное среагировать правильно, убрать суету и спешку. Вам нужно там, то ли деньги собрать, приготовить, то ли резюме написать. Да, опять же, что за места. Вот. Действуйте не спеша, потому что мест, я так понимаю, там много, и они еще очень долго будут свободны либо вакантны. Вы все равно успеете. Если вам это нужно, если вам это интересно, вы все равно успеете занять свое место. Дальше, мои хорошие, новость о какой-то женщине. Новость о какой-то женщине меняет ваше отношение к ней. Что-то вы узнаете о какой-то женщине. Женщина, которая станет к вам ближе. Либо вы поймете, что эта женщина чем-то похожа на вас. Чем-то, в чем-то, может быть, да? Может быть, вам казалось, что эта женщина какая-то там слишком особенная, да, может быть, там крутая какая-то, такая неземная. Вот. И вы что-то о ней узнаете, что ее очень сильно возвысит в ваших глазах. И вы скажете: о, нормальный человек, да, вполне себе прям приемлемо, очень приемлемо. Я бы тоже так поступила, да, либо я вот горжусь, что эта женщина так поступила. Прям поднимается эта женщина в ваших глазах. Возможно, вам даже захочется узнать ее больше, лучше, там, общаться с ней. Мужчина и женщина одинаково предсказание идет. Прям хорошее, это не плохое, это именно хорошее. Дальше. Кто-то промажет, промажет. Да, человек будет стрелять и не попадет. Вот, не попадет. И знаете, что еще интересно? Человек это скрывает. Возможно, человек придет и скажет: а я там молодец, а я попал в цель, либо я попала. На самом деле промазал. Причем промазал как-то очень глупо, стыдно. Человек будет прям скрывать до последнего. Но вы узнаете. Причем узнаете каким-то случайным образом. Да? Кто-то может проговориться. Либо вы, может быть, какие-то там документы найдете. Да? Вот что-то в таком плане. Если честно, будет обидно. Вы такая: ох, я тебя сейчас промажу. Если это близкий человек, то точно выскажете. Если не настолько близкий, вот как-то намекнете, что а вот я знаю, да, и врать нехорошо. Вот когда так скажете. Промазать можно в чем угодно. В каком-то деле, в какой-то ситуации. Там, может, человек там чего-то добивался, да, и не добился. Не туда пошел, не туда зашел, либо какую-то ошибку совершил. Промазал, да, мазила. Еще одна горячая новость касается какого-то пожара, не знаю, что-то горит, пожар горит, огонь, дым. Может, это и не пожар, что-то вот с огнем, с дымом связано.
Это что-то, что не рядом с вами, точно не рядом, но то, что вас впечатлит. Вот мне идет впечатлит, вы такая: о боже, что происходит, да? Это же там опасно, еще что-то. Не знаю, пожар, не пожар, огонь, дым, много дыма. Вот мне идет, что очень много дыма, но это где-то далеко от вас. Такое событие происходит, либо уже произошло, и вас сама эта новость очень сильно впечатлит. Я не могу сказать, что прям очень растревожит, но впечатлит. Впечатлит не очень приятно. Может, какие-то новости посмотрите, может быть, кто-то там с вами созвонится, расскажет вам историю из своей жизни. Но тут как дым в основном, да. Огня особо я не вижу, но вот дыма очень много идет. Так, дальше. Задержка. Новости о том, что что-то задерживается. Причем задерживается по каким-то объективным причинам. Скорее всего, вы чего-то ждете. Ну, либо кто-то из ваших знакомых ждет, но события не происходят. Вот. Придет разъяснение, может быть, даже официальное, что вот извините, так и так, какая-то задержка, да? Что-то там случилось, поломалось, не сработало, там система нагнулась. В общем, вы об этом узнаете. С одной стороны, конечно, обидно, хотелось бы поскорее получить, а с другой стороны, вот такое чувство, да, что вот меня предупредили. Это же хорошо, это же лучше, чем быть в неведении, сидеть там, дергаться, подскакивать, когда же это случится. Да, вас как предупредят. Так, еще бывший, бывшая, чей-то бывший, либо чья-то бывшая, скандал, драка, может быть, даже и это как арест, да? Где-то отметиться, где-то прославиться. Ну, для вас это будет как-то неудивительно, но с другой стороны, что-то там будет смешное, да? Может быть, какой-то казус произошел, может быть, там человек как-то себя вел, да, что-то высказывал, либо нарывался. Ну, в общем, вас эти новости, вас эта информация действительно вот как-то насмешит, повеселит. И прям с кем-то будете это обсуждать очень бурно, очень весело, прям настроение поднимется. Не от самого происшествия, а от того, как вы это будете обсуждать. Да? Вот что-то там есть. Мне идет какой-то казус. Очень интересный, необычный. Ну, что есть, то есть. Да? Главное, что это уже бывший, либо бывшая, это далеко от вас находится, как бы вы к этому не имеете отношения. Так, еще здесь про чудо какое-то информация. Чудо, мистика, что-то необычное. О каких-то чудесах узнаете. Место, где чудеса происходят, либо человек, который чудеса творит. Что-то вам такое будут рассказывать, причем на полном серьезе. Ну, я так скажу, чудо там есть, но оно может быть не настолько с помпой, да, как вам это будут преподносить. Ну, может быть, там 60% от того, что вам расскажут, это будет правдой. То ли человек такой чудеса творит, то ли место, которое чудеса творит. В принципе, да, это правда, но не настолько, насколько вам расскажут. Там вам могут сказать, что там на деревьях, я не знаю, там монеты растут, да. Либо человек там привезли лежачего, и он начал чечетку танцевать, да. Ну, как бы это не так. Это не так. Но чудеса там точно есть. И если вы туда задумаете ехать, либо попасть, то, в принципе, это хороший вариант. И я думаю, там свое чудо вы найдете, либо там с вами чудеса произойдут. Мне еще идет, что вы эту информацию узнаете не просто так, а потому что вам надо ее узнать. Возможно, вы что-то такое делали, молились, может быть, у кого-то спрашивали, может быть, вы нуждаетесь в этих чудесах, да, информация вам придет. Ну, тут буквально ангел-хранитель кого-то к вам подводит, чтобы вам рассказали о том, что есть чудеса, что вот они рядом, что есть кто-то, кто творит чудеса. Вот давай, иди к этому человеку, либо поезжай в это место
И то, что тебе нужно, у тебя получится, либо исполнится. Да, не просто, это все не просто так услышите. И даже если вы очень скептически настроенный человек, поверьте, вам туда надо, в то место надо, либо к тому человеку надо. Не просто так идет информация в вашу жизнь. Это не новости, это весточка, благая весточка о том, что чудеса есть, и ваше чудо, оно вот именно по тому адресу находится, либо именно тот человек вам чудо сотворит. В общем, полезно. Это полезная информация. Не так, как вам опишут, да, что вот прям 100 из 100. Нет, но тем не менее чудеса там точно есть. Дальше. Куриная лапка. Куриная лапка в вашу сторону. Ну, вам тут кто-то либо признается, что он магией занимается, обряды проводит, ритуалы делает, либо вам кто-то скажет: а вот я на тебя сделаю, да, либо я на тебя порчу сделала. Ну, человек, конечно, погорячится. Никакой тут особой порчи я не вижу, потому что лапка вышла справа. То, что справа, это наше и для людей полезно. А вот то, что слева, да, это может быть. У вас справа, вот она, видите, куриная лапка. То есть, скорее всего, вы узнаете, что кто-то из тех, кто к вам хорошо относится, проводит какие-то ритуалы, обряды, где упоминается ваше имя. Но упоминается именно на благо вам. И также, возможно, вот если вам кто-то будет грозить или говорить, что я на тебя делал, то это верный знак того, что человек не вам делал, а себе сделал, да, что вам это точно не пристанет. И бояться вам этого точно не стоит. Так, еще вы достоверно узнаете, что вы были правы. Правы в отношении какой-то ситуации, либо какого-то человека. Возможно, вы предвидели наперед, например, предвидели, что человек не тот, за кого себя выдает, либо вы предвидели, что ситуация там чем-то плохим закончится, либо наоборот очень хорошим. И вот я вижу, что вы с кем-то растревоженным будете разговаривать, и человек такой говорит: ну ты знаешь, ну все, 100%, вот как ты сказала, так оно и случилось, да, вот откуда у тебя эта сила, ты что видишь, ты что знаешь, да, у тебя дар, да, вот прям будет докапываться до вас, чуть ли не трясти вас за плечи, вот признайся, вот признайся. Да, вы все правильно предсказали. И да, это все сбылось. Вот как сказали, так и сбылось. Если честно, у вас у самого, либо у самой холодок по коже пойдет. Но потому что вы, когда говорили, вы не ожидали, что прям так 100% попадете. Но попали. Хороший знак. Это ваша интуиция. Ее не надо игнорировать. Видите, она вам правду говорит. Вы умеете чувствовать людей. И также вы умеете действительно предсказывать какие-то ситуации, вот как они, по крайней мере, закончатся. Хорошее, плохое. Действительно умеете предсказывать. Так, свеча потухла, я тоже буду заканчивать. И закончить я хочу вот на этом моменте. Момент касается каких-то качелей. Качели, может быть, в отношениях, может быть, в жизни какие-то качели. Качели, которые... вот как будто бы кто-то запускает. Не сами по себе они катаются, да, туда-сюда, кто-то запускает. И тот, кто их запускает, вот про этого человека вы все узнаете. Причины, повод, намерение, желание, да, почему человек запускает качели в вашей жизни. Может быть, вас кто-то стравливает, например, с вашим близким человеком. Либо на работе, да, на вас там напраслину льют, поклепы делают. Вот вы это все узнаете. Причем узнаете либо от близкого человека, да, если разлад в отношениях, либо от начальника, если проблемы на работе. Вот так и скажет, что вот он, либо она мне сказали, что ты делаешь что-то и то, вот за это я тебя и ругаю, да, либо вот поэтому я с тобой ругаюсь. И вы просто обалдеете, вы скажете: ну надо же, вот она где крыса пряталась. В общем, узнаете имя, а это самое главное. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.